Валейкум ассалам, Босния. Валейкум ассалам, Нохчи. Тоб. Валейкум ассалам. Дейлер Машуху. Абрек Излимхан. Прогресс, какую прививку, да? Сейчас, секунду. И про прививку, и про все остальное. Валейкум ассалам. Страсбург. Валейкум ассалам. Мы тоже с вами. Валейкум ассалам. У меня так неожиданно это получилось, но я сегодня обещал, что зайду. Вот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Ну, во-первых, поздравляю с праздником Курбан-Байрам. Урбнаштал обалдой масера. Так, сагулушим дуэ почва. Дела дистер дуэ. Прогресс. Ты насчет прививки спрашивал. Не российская. Какая там у них была? Спутник, да? Как она называлась-то? Модерна? Модерна. Алейкум ассалам всем. Пока мы тут собираемся, коротко, да, сегодня выставлял видео, там, что иду на вакцинацию, как говорится. Я сам был противником всяких уколов, но пришлось вот так, из-за того, что надо ездить, надо ходить, выходить, встречаться, поэтому везде требуют вакцинирован ты, там, или тесты нужны везде, пересекать границы и так далее. И поэтому, чтобы этих границ не было, я пошел на эту вакцинацию. Я не в России, и поэтому тут как бы легче с этим. Никто особо не давит, ну да, там принуждает, вот так сказать. Но вот такие вот дела. Амин, я Аллах. Прогресс. Амин. Дел рей свой масанаху. Фитис, вот добрый вечер. Скажите ваше мнение о Беларуси. Ну, что я могу сказать? То же самое, что скажу и в адрес других народов. Мы уважаем все народы и переживаем за события, вот, происходящие в Беларуси, и поддерживаем вас, мы вас понимаем, желаем вам мира. Вот. Виктория, а я не хочу. Ну, я тоже держался до последнего, как говорится, но пришлось тоже, как говорится, потому что вот дела, работа вот требовали этого. Так. Ну вот именно насчет спутника там и речи не может быть, потому что мы слышали, мы наслышаны, что это такое, как все это влияет, и отношение других стран к этой вакцине, к спутнику. Коянис Каци, Анзор, я недавно вышел из самоизоляции, пробовал 14 дней, в больнице пролежал 6 дней, каждый день сожалел, что не вакцинировался. Но я тоже видел, что это такое и что это есть, хотя многие отрицали, что якобы нету вируса и так далее.
Ну, лучше как-то обезопасить себя и окружающих. Анзор Терхоев, Бонсуа Анзор, Камалу, так, ну, понимаю, думаешь, так, извиняюсь, что не понимаю, да, ну, да, я учил французский, ну, читать могу, понимаю, разговаривать чуть-чуть, учил в школе французский, английский, литовский, вот. Но Анзор Терхоев, вот, я ответил себе. Ну, насчет рекомендаций, как ты пишешь сейчас, как Каяни Скаци, ну, я боюсь этого говорить, я не хочу кому-то что-то рекомендовать, навязывать что-то. Человек сам вправе выбирать, он должен посмотреть в стороны, что происходит, и как-то обезопасить себя, как я говорил, и своих близких тоже. Моторкинг, не спутник, да. Вот, мы тоже не прививались этой отравой. Ну, дай Бог вам здоровья, Моторкинг, и всем остальным. Прогресс, я не хочу обсуждать какие-то личности. Извини, я просто не хочу отвечать на этот вопрос. Слишком много пищи мы даем врагу. Вот эти вопросы можно обсуждать, встретившись, понимаешь, не на камеру, а так. То мы находимся в состоянии войны, когда каждое сказанное твое слово используется врагом или там их слугами. Поэтому надо быть осторожным. Вот что я могу и посоветовать всем. Канал Хозяин, мы знакомы. Я имею в виду, вот, ну, я читал ваши комментарии. Анзор по поводу принудительной вакцинации. Это вообще нормально? Я считаю, нет. Нет, нельзя ничего принуждать, вынуждать, навязывать. Я против всего этого. Человек вправе сам иметь свой выбор. Тут он есть в Европе, ну, хоть как, но есть по-любому. Валикум ассалам. Оздой, валикум салам саваш. Дейлер саламашал хуйл. Сюгараду, Хуга, Шуга, Масага, Маршал. Ларису слушай. Ларису. Так, Иса Мусаев. Нанзор, правда, что в России созданы интернет-войска? Да, они созданы очень давно. И борются со всем, чем можно бороться. Вот именно душат, в первую очередь душат свободу слова, мнение, то есть человек не может спокойно что-то говорить на территории Российской Федерации или оккупированных территорий. Вот. И кто-то там, я буквально недавно этот Роскомнадзор их, да, он, сказать, не перестает отправлять жалобы на этот канал. Понимаете, я фильтрую все. И свою речь, и свои слова, и свои материалы, поэтому то, чем они занимаются, это просто они теряют свое время. Все жалобы, которые они выслали в адрес этого канала, были отклонены.
Я подавал апелляцию, объяснял людям, которые работают там в Ютубе. Вот такая вот ситуация. Ссылался, на что можно и надо ссылаться. И выигрывал вот эти дела против Роскомнадзора. Поэтому пускай успокоится. Ну так, там это огромная тема, можно потом затронуть ее. Очень интересная, кстати, и саму про интернет-войска, я имею в виду. Можно даже целую передачу сделать. Джабраил Маас, валикум салам, брат. Как вы считаете, преуспела ли чеченская община в Европе, в частности молодежь? Если нет, то на ваш взгляд, на какие аспекты стоило бы напирать, развиваться? Ну, в первую очередь это учиться. Мы живем в разных странах, Германия, Скандинавия, там все эти страны, Франция, Австрия, везде. Мы везде. И наша молодежь тоже везде. И эти ребята, они учатся, они стремятся к знаниям, кто-то там работает. То есть все это вместе взято, это опыт. Это опыт. Вот. Главное учиться, как сказано в Коране, надо развиваться. И, конечно же, что очень важно, это свой язык. Ну, с религией понятно, да, это в первую очередь. Ну, потом свой язык, у нас красивые традиции, обычаи. Все это тоже надо учить нашу молодежь, чтобы они были на правильном пути. Я против разных там призывов, как вы знаете. Поэтому молодежь должна учиться и должна уметь смотреть в нашу историю. Учить также нашу историю, учитывать все, потому что это очень важно, чтобы учиться на на наших ошибках. Это опыт, и это очень важно. Учесть все ошибки. У нас их много на самом деле. Молодежь – это будущее нашего народа, уммы. Бусол пачхал Аллах рейсвил. Амин. Амин, я Аллах. Валикум салам. Узник совести. Ну, организуй сам. Появись в эфире. Мы посмотрим, поддержим. Ну вот именно, Роскомпозор. Ансурину. Тамялдович, валаю. Ларесху. Масера дробно, что Богу. Ну вот именно, Моторкинг, знания, фундамент для будущего, вот именно. Ну да, нам они нужны всем. Мы всю жизнь учимся, всю жизнь. Не то, что даже университеты, институты, там училища разные, колледжи, но человек сам по себе учится чему-то в жизни. Но вот особо важно учитывать ошибки, исправлять их и в будущем не допускать их, стараться не допускать. Дильгам Расул, алейкум салам. Вас тоже с праздником Курбан Байрам.
Эрхан Хасанов, валикум салам, Баку. НФКД. Бигду Кэтанс. Кэта. И сам Мусаев, да, тут насчет князя, я просто не хочу это перечитывать сейчас, но я просто даже не хочу о них говорить. Вообще о каких-то личностях, кого-то обсуждать и так далее. Бусуба Пачхалк. Брат, что расскажешь о Талибан? Ну, то, что мы все знаем, Талибан, они воевали против Советского Союза. И ну, я просто сейчас расскажу всю историю, которую мы все знаем. И сейчас поехали в Москву, встретились с москвичами. Вот. Якобы запрещенная организация на территории Российской Федерации. Вот под этим ярлыком нас тоже считали запрещенными, то есть Чеченскую Республику Ичкерию, и убивали. И сегодня ведут свою борьбу против нашего народа. Кто-то будет отрицать, но так оно и есть. Но тут они включили лицемерие и встретились в Москве. Second thing, labas vakaras. Так, это из Литвы. К какому году в Чечне закончилась активная фаза сопротивления? Ну, скажем, хотя точно не могу это, конечно же, сказать, никто не может это как бы конкретно сказать, потому что буквально недавно они под таким заголовком заявили, что убили последних муджахидов, наших воинов. Вот, ну, получается, это было в прошлом году, да, в 2020 году, да. Но активная фаза, ну, скажем, 2009 год. То есть сколько лет они воевали. Чечен Таймс. Анзор, когда будет полный ролик, когда будет полный ролик к последнему анонсу. Но это просто очень интересная тема. Чечен Таймс. Это насчет авиации. Я вот почему... Сейчас, секунду. Я нашел еще один такой же вопрос. И сам Мусаев Анзор, ты когда приземлишь этого летуна-убийцу? Неделю жду, ты на виражах с ним? Да, я с ним на виражах, я его конкретно поймал. Вот. Чечен Таймс и сам Мусаев. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Так вот, я над этим материалом работаю уже, скажем, год. Вот так. Я много раз обращался, просил даже помощи по определенным событиям. И эта информация нужна была нам всем, чтобы определить место, определить пострадавших людей, убитых, вот эти жертвы. Потому что я знаю, как один летчик, профессионал, который бомбил, наносил ракетно-бомбовые удары и в других, как они говорят, в конфликтах, войнах. Вот. Я скоро покажу его. Обязательно покажу. И где он бомбил,
где он наносил эти ракетно-бомбовые удары, вот то, что вот я буквально недавно показывал, ну, такое кощунство, такое варварство, обстреливать кладбище, где похоронены люди. И, как я говорил, у нас никогда мы не прятались за кладбищем или на территории кладбища, тем более. Вот. Но они вот, как мы знаем, наносили ракетно-бомбовые удары по кладбищу, по траурным мероприятиям. И вот этого, я даже не знаю, как его назвать, я скоро покажу. Я знаю, где он учился, где он живет, в каких войнах он участвовал и так далее. То есть это будет большая тема. А все остальное уже в наших руках. Наших руках. Таких людей надо находить. И нужно сделать все, чтобы наказать. Наказать так, ну, законом, будь это суд и так далее. Я ни к чему там другому не призываю. Все должно быть по закону. Так что и сам Мусаев, я его скоро приземлю. Анзори, нас сколько российских летательных аппаратов сбили бойцы чеченского сопротивления? За все время боевых действий в Чечении не в курсе, Анзор. Ну, я так коротко скажу. Я сейчас, конечно, статистику не могу сказать. Много самолетов получали повреждения. И это скрывалось российской стороной, это понятно. Но сбивались тоже. Первый сбитый, насколько я помню, аппарат был Ми-8. Это в стороне за Урус-Мартаном, вот на трассе Баку-Ростов. Вот там он сел, помню, его разбирали. Там Су-24, Су-25, Ми-24, Ми-26, ну, разные летательные аппараты сбивались. А вот сейчас конкретно я не могу сказать, но много, много. Они там называют, российская сторона говорит, что один самолет врезался в гору, другой вертолет там что-то технические неполадки, зацепил провода, упал. Да нет, неправда. Десятками сбивали. Анзорина Цундер. Конкретно никто это даже не сможет сказать. Нам в то время даже не до статистики было. Валикум салам. Аль-Кавказус. Валикум ассалам. Вроде бы для ичкерийцев все понятно, подлый враг на той стороне, но объясни, почему немногочисленные ичкерийцы в изгнании грызутся между собой, как кошки и собаки. Знаешь, ну, ты сейчас с той стороны пишешь. Не называй ичкерийцами. Не нужно использовать вот эти термины, ярлыки российских спецслужб, российской пропаганды. Это в первую очередь. Кто грызется, тот грызется между собой. Я с ними не грызусь, и я не грызусь ни с кем и не собираюсь. Поэтому пожелаю удачи тем, кто этим занимается. Грызутся. Я почему говорю пожелаю удачи? Потому что было много обращений призывом единства и так далее. Но раз не слышат, то пускай продолжают.
Тоха, алейкум салам. Я о нем вообще говорить не хочу, если честно. Он, он сам цирк ходячий, клоун. Так, Адам Ван Грац, Маршуон. Учитывая, что для любого государства жизненно необходимо наличие образованного слоя чиновников и что подавляющее большинство чиновников вчера и предали наше дело, чтобы ты посоветовал бы нашей молодежи? Брат, ну, да, вот с болью, вот, признаю, скажу прямо, да, предали наше дело, есть такие, есть, ну, просто принципиально называть имена не буду. Все мы знаем очень хорошо. И буквально как недавно, вот я вот буквально недавно говорил, что молодежь, которая здесь учится, работает, ну, в разных направлениях, которая набирает эти знания, вот за кем будущее. Эту молодежь надо воспитывать, правильно воспитывать, чтобы они были на правильном пути. Правильные призывы должны, то есть к знаниям. Вот что я посоветовал бы. Вот. И, конечно же, как я говорил, чтобы эта молодежь училась нашей истории. Это очень интересно, знать свою историю. Раньше это было невозможно. Ну, я не знаю, сколько тебе лет, ровесники мы или старше, но я помню, что были времена, когда запрещали у нас свою историю изучать вообще запрещали. А сегодня мы можем это делать. Мы можем. Вот, чтобы они учили нашу историю тоже. Это наше будущее, наша молодежь. Так, Иса Мусаев. Анзор, скоро 6 августа. Можешь ты сказать, сколько воинов, кто разрабатывал? В общем, все детали, тем более сейчас об этом говорить можно. Очень много есть что сказать об этом. Но я начну с того, что эта операция разрабатывалась давно. Ну, скажем, с начала 96-го года. Потом была проведена вот такая репетиция в марте 96-го года, когда в город вошли чеченские воины, чеченские отряды, вот, с одной лишь целью, чтобы прощупать врага, реакцию врага, потому что там их было очень много, несколько дивизий, потом ОМОН, потом ФСБ, ГРУ и так далее. Так вот, чтобы прощупать врага, каковы будут у них действия. И затем, через несколько дней уже, эти отряды вышли из Грозного. То есть не было, такой цели не было, чтобы захватить город. Затем, как мы помним, сейчас долго, наверное, буду, затем, как мы помним, были переговоры, то есть война была приостановлена, хотя про российские силы, там, провокаторы, они делали все, чтобы эта война началась заново. Ну, к примеру, даже было покушение на начальника главного штаба Аслана Масхадова, то есть моего отца. Это было 1 апреля 96 года. Мину взорвали прямо на территории кладбища. Вот. Погибли мирные жители. Затем, да, были переговоры.
Затем должно было состояться, и оно состоялось, совещание всех командиров нашего руководства. Там был Зелимхан Яндарбиев, все покойно Аллах Азут Лобалдольцев, Зелимхан Яндарбиев, Руслан Алихаджиев, Аслан Масадов, Шамиль Басаев, Хан Биев, Ваха Арсанов и другие командиры. Все командиры там были. И это было в июле 96 года. Так вот, по приказу Лебедя, Александра Лебедя, была проведена операция в Веденском районе. Я об этом много раз говорил, но сейчас отвечаю так чуть-чуть подробно. Им была начата и проведена операция в Веденском районе. Он что хотел сделать? То есть одним махом уничтожить, убить всех командиров, включая нашего, который исполняющий обязанности президента Зелимхана Яндарбиева, всех наших военных руководителей. То есть одним махом решить чеченскую проблему, как они любят говорить. И наше руководство, военное руководство, дает приказ в бой не вступать, выходить из окружения. Вот все вышли из окружения, мы выходили через Веденский район в сторону Улускерт, в Атаги вышли. И сразу после этого, как уже было видно, понятно, что Россия нарушила мирные заключения, вот переговоры, этот процесс. То есть наши руки были развязаны, и Масхадов начал проводить разработку, уже начинать эту операцию, она была уже готова на карте, под названием «Джихад». То есть и название было дано «Джихад» сразу же. И провели вот эту операцию. И я просто укоротить, чтобы все это. Было там воинов, скажем так, 800 примерно, так, в основном, которые вошли. Это потом переходили на нашу сторону. Те чеченцы, которые работали на Россию, да, милиционеры в то время, а также переходили и русские на нашу сторону. Ну, там была такая огромная каша, и та авиация, о которой я сегодня говорил, она бомбила свои же войска, и та же самая артиллерия тоже наносила удары по своим же войскам. То есть были огромные жертвы. И они должны благодарить за это свою авиацию и артиллерию. Сергей Писаренко, как мерзавцы покорили народ, лозунгом которого была свобода или смерть. Сергей, не покорили, не удастся. Не удастся. Никому не удалось. Были там захватчики Чингисхан, Тамерлан, что только мы не видели. Мы Сталина пережили, мы Ельцина пережили. Переживем этого варвара. Все вернется, все станет на свои места. Эти мерзавцы, они уйдут в историю. История непокоримой. Иншаллах. Расскажите о себе. Ну, не знаю, что рассказать. Я особо не люблю о себе рассказывать. Усал пачал. Амина. Я Аллах. Аллах газет обладается масира. Антонио Тасс, Анзор, каковы ваши дальнейшие действия? Каким образом собираетесь освобождаться?
всему свое время, и я, конечно, сейчас это открыто не буду говорить, каким образом, какими действиями, про планы не хочу говорить, открыто. Но освободимся, иншаллах. Так, и сам Мусаев. Я ответил на вопрос. Антонио Тас, почему Запад не признал Ичкерию? Антонио, знаешь, мы особо в Запад не верили. И не верим сегодня тоже. Потому что то, что, то есть помощь, которую якобы они оказали, они не оказали никакой помощи, не заступились за тех людей, которых убивали, я про мирных жителей на территории Чеченской Республики Ичкерия. И сегодня, когда происходят такие события в Украине, когда страдает украинский народ, опять же Запад заигрывает с Россией. Вот что происходит. Наша сила в наших же руках. Вот я только что сказал Украина, да, и, скажем, Грузия, Балтийские страны и другие. Как-то мы, чеченцы, кавказцы вообще должны быть вместе и просто должны быть одинаковые интересы. Вот тогда это будет сила. И не нужен нам Запад, не нужны другие там страны, какие-то поддержки. Буселба Пачалк, где бы мы ни были, мы вернемся. Конечно, вернемся. Иншаллах, вернемся. Антонио Тас, ну не надо так говорить, мол, они не знают своего языка, ни истории. Знают, свой язык знают. И выучили другие языки, и очень хорошо говорят на других языках. Вот. Молодежь растет, что все впереди. Тоха, Анзор, как нам бороться с путинским режимом, если у нас шанс в случае объединения с братьями устроить переворот? Я не буду ни к чему призывать, к войне, к кровопролитию, к переворотам, революциям. Нет. Но все впереди. И именно вот это объединение нужно со всеми нашими братьями, друзьями, соседями, со всеми. Ва алейкум ассалам. Канал «Хозяин», вся история народов мира – это только война, к сожалению. Да, все народы видели войны, оккупации, убийства, трагедии. Вот. Никому этого не желаю, никому. Вот. Я желаю лишь мира всем. Вот. Ну, для меня вот цель, скажем так, просто, чтобы мой любимый народ не убивали, чтобы наконец мы, чеченцы, получили, как говорили наши лидеры,
гарантии безопасности. Мы не хотим, чтобы кто-то имел какое-то право вторгаться на нашу территорию, развязывать и навязывать нам войны. Вот. Чтобы в этом была поставлена точка. Анзори, но жаль, стингеров не было тогда у бойцов чеченского сопротивления. Я слышал, когда в свое время у афганских муджахидов появились американские стингеры, советские вертолеты и самолеты перестали летать. Да, когда именно вот им помогли, им дали вот эти стингеры, да, и другое оружие, и они воевали против Советского Союза. И вот эти вертолеты и самолеты, там, ну, я тоже слышал, что они не летали. А у нас летали, нам никто не помогал, никто не помогал. Мы воевали, мы сопротивлялись против такой огромной ядерной державы. Сейчас она не держава, никто с ней особо и не считается. Вот, мы воевали лицом к лицу с врагом, у которого огромный опыт спецслужб, и есть все. Артиллерия дальнобойная, реактивная, самолеты и так далее и тому подобное. А мы что? Мы воевали с автоматом Калашникова и РПГ. И там максимум, что было, находилось, это были птурсы. Зоокерхоев. Поддерживаешь, да? Спасибо, брат. Но я тут не ради лайков, не ради чего-то другого. Так. Татар. Валикум салам, брат. С Республики Татарстан. Приятно видеть. Магомед Мамаев. Анзор, что думаешь насчет Рби Бараева? Ладекал Войле. Воевал и отдал свою жизнь, воюя против российских оккупантов. Лев Альтмар. С Западом ясно, почему же Восток оказался таким трусливым. Но, вот я и говорю, никто нас не поддерживал. Хотя там российская, я хотел сказать, советская, какая там уже разница, то же самое. Это их пропаганда там говорила, что якобы нам поставляют оружие, нам поставляют там тонны долларов. Все это неправда. Неправда. То есть мы воевали, мы делали все, не имея ничего. Ичкерия, сила. Валикум салам. Я не буду, извини, но я не буду отвечать на такой вопрос. И ты сам прекрасно знаешь почему.
Я про то, что кто на правильном пути или не на правильном пути. Я в начале этого эфира говорил, почему. Я не хочу, не собираюсь давать какую-то пищу врагу. Все будет хорошо, иншаллах. Ва алейкум ассалам. Так, Muhammad Technology Innovation. Анзор, ассаламу алейкум, алейкум. Как ты видишь восстановление Ичкерии? Возможно ли такое при смене Путина или должны сложиться другие обстоятельства? Но, во-первых, не вечен. Сталина пережили, Ельцина тоже пережили. И этого варвара тоже переживем. Все изменится. И кто там сейчас кланяется ему, пожимает его руку двумя руками, обнимается с ним, им придется тоже успокоиться после того, как его не будет по власти или вообще он уйдет в ад. А вот восстановление будет, и мы по-любому, иншаллах, вернемся к тем документам, важным документам, историческим документам, которые были подписаны с Россией. Это мирный договор, эти те же самые Хасавюртовские соглашения и так далее, и так далее. Мы к этому вернемся. Вольф, я слышал после вакцины, что у людей голова кружится. Это должно быть, не знает никто. Ну, не знаю, сегодня была первая моя вакцина. Голова от этого не кружится. Никакого эффекта, такого реакции не было. Единственное, ну так, открыто скажу, единственное то, что, наверное, побаливало место укола, больше ничего. А то, что насчет головы, ну, может, если болит, то уже из-за сна, наверное, как-то не получилось у меня. Вчера работал над материалом и сегодня тоже продолжал. Это насчет авиации, очень интересный материал, хорошенько его посмотрите, подумайте, почему я выставлю этот материал. Теперь я решил заниматься вот такими документами. Ичкерия, сила, валикум салам еще раз. Я твой вопрос потерял. Но опять же, вот нашел. Просто некоторые наши братья негативно относятся к его политике и так далее, и сравнивают его с агентом. Вот мне интересно, откуда ты пишешь, кто ты, кого ты поддерживаешь там, какой линии ты придерживаешься. Вот. Я не буду отвечать на этот вопрос. Все будет хорошо, иншаллах. Так, Исам Мусаев, Нанзор, русский генералитет с пеной у рта голосили, что им не дали добить чеченских воинов, что Лебедь украл у них победу. Что-нибудь есть сказать по этой теме? Ну, очень много, Иса. Это сейчас они говорят, что вот им не дали добить чеченских боевиков, как они любят говорить. Но у них что, времени не было, чтобы подавить чеченское сопротивление, то есть добить нас,
получается так. У них не хватало времени или не было этого времени, потому что мы знаем, что операция была проведена 6 августа 1996 года, а война началась 11 декабря 1994 года. Ну, почти 2 года, получается так. Ну, было много, как я сказал, времени, чтобы подавить нас, чтобы покорить нас и так далее. Это потом они начали такие визги, оправдывания, что вот мы чуть ли не добили их, чуть ли там, как ты пишешь, что якобы Лебедь украл у них победу. Да Лебедь сам хотел добить наше сопротивление, нашу сторону. Ну, у него тоже это не получилось, как я раньше сейчас говорил. Та его хитрая операция, проведенная июля 1996 года, то есть одним махом, когда он хотел убить всех, включая президента, и военных там командиров, тоже у него не получилось. Потом он там, им пришлось сесть за стол переговоров, и пришлось всем вот подписать это Хасавюртовское соглашение. Я что еще больше скажу, то, чего мы никогда не говорили. Может, у нас какая-то скромность такая, что мы этого не говорили. Именно человек, с кем подписывал Александр Лебедь эти соглашения, Аслан Масхадов, сохранил лицо этой армии, российской оккупационной армии, сохранил эти, минимум 45 тысяч российских солдат и офицеров, жизни этих солдат и офицеров. Да, они вообще должны были кланяться Масхадову, нам, нашей стороне, за то, что мы сохранили. Это мы могли уничтожить эти войска, добить их в Грозном. Мы могли это сделать, потому что Грозный был в наших руках. И еще никто не знает, что должны были состояться другие захваты других городов. То есть не вся операция была показана, потому что русским пришлось сдаться. Вынудили сдаться. И, как я сказал, там мы настолько блокировали этот город, что они не могли передвигаться. Ни одна военная техника не могла проехать. Даже не могли подвозить боеприпасы, там, медикаменты, питание. Ну, представьте, человек сколько не сможет прожить без питания или воды. Сколько дней. Ну, скажем, неделя, да, или там 2 недели. Сколько. Вот, мы их держали вот в таком кольце. Никакой речи о том, что мы могли бы добить их. То, что они сейчас говорят, да не смогли бы. Чего не добили тогда? За почти 2 года. Виктория, есть у крымская поэтесса Лилия Буджурова стих «Когда мы вернемся». Вы обязательно вернетесь. Да, мне очень нравятся слова, эти слова. Обязательно вернемся. Обязательно. Тоха, Анзор, спасибо за ответы. Приятно слушать от тебя, слушать историю. Хотелось бы пообщаться с вами в голосовом чате на Телеграм. Я не пользуюсь Телеграм. Спасибо, очень приятно. Ну,
про историю, да, мне очень интересна история, особенно новейшая история. То-то исследовано, расследовано у нас, но мы мало сегодня говорим о новейшей истории, о тех событиях, об этих ужасающих варварских войнах, где гибли не только чеченцы, но и представители других национальностей. Вот. Об этом мы мало говорим. Надо поднимать эти темы и побольше говорить об этом, потому что это свежо, и по сегодняшний день живы те люди, с которых можно требовать, спросить нужно, суды подавать за эти варварства, за убийство мирных жителей. Вот что надо делать. Руслан Чеченский. Валейкум салам. Один вот вопрос. Ты конкретно с кем? Ты с ним или с ними? А у меня, валейкум салам, а у меня может быть свое мнение, чтобы я за кем-то не был. Ну, я кого-то могу поддержать, кому-то пойти поздороваться, встретиться могу. Это мое личное право. А у меня есть свое мнение, свое видение. И с этим я работаю. Так что у меня даже для встреч и даже обсуждения таких тем у меня времени нет. Та-та-та-ту. А вы хоть поздоровались? Просто я не заметил. А то, когда люди тут задают вопросы или говорят ассаламу алейкум или добрый вечер, добрый день. Вот так вот. Анзорино. Баркал. Вот именно, я читаю все. Иду вниз. Юмор есть у вас, ребят. Подожди. Юмор, йошуй. Умамаша волон. Тот самый, я не понял, ты с какой стороны или страны пишешь даже. Ботлих, извиняюсь, это был позор для нас. Почему для нас он был позор? Нет, это не наш позор, не наш. Руслан Чеченский, Анзор, можешь сказать про заместителя Аслана Масхадова, про Увейса Индербаева? Выцега Вей Эмир Хирух Сахита Аллах Азут Вобалдельсон. И вы Выцег. Увейс Воузерсон. Скала. Вопрос, был ли у Масхадова и его соратников желание вступления Ичкерии в НАТО? Нет, такой вопрос не обсуждался в то время. Для нас
самое важное, самое первое было это достичь гарантии безопасности нашего народа, чтобы никто не имел какое-либо право вторгаться на нашу территорию. Без разницы. Ну, в данном случае это Российская Федерация. Вот что было, во-первых. А дальше уже у нас были очень хорошие отношения, потому что наши делегации разъезжались по миру, нас встречали и открыто, тепло встречали в разных странах. В Европе, в Америке, в арабских странах, в Турции, и в Азии, везде. То есть мы налаживали эти контакты, но началась война. Война Ельцина и Путина в 1999 году. Тот самый для дагестанцев был позор, я сам дагестанец, ну, даже не дагестанцев, почему это? Это был позор России, которая использовала наши народы, дагестанцев, чеченцев, чтобы развязать войну против чеченцев в 1999 году. То есть разыграли этот спектакль. И хотели, и по сегодняшний день стараются рассорить наши народы, народы Кавказа, чтобы было легче иметь контакты, управлять ситуацией, как мы это видим. Руслан Чеченский Китерсо, Уэйс Дер, Цунолеца, Цац видеоса Йогум, Галагазет Обалдольсун, Джо Мэрикан Тубари, видишь, я хожу русом. Так. Секунду. Руслан Чеченский, ты свой масса нахуй, но насчет ответа, да, с кем ты, да. Я продолжаю быть на той линии, на которой я находился, и просто не хочу играть в эти дележки, участвовать в этих дележках, и кто-то, чтобы называл мое имя. Я работаю, я продолжаю работать. И буду работать, и не буду обращать внимания на таких. Так, Исам Усаев, скажи, Анзор, ты сказал очень интересную информацию про 6 августа. Почему Аслан Масхадов и чеченские воины отпустили русских без возмездия? В чем фишка? Ну, как я сказал, в первую очередь, вот как есть скажу, коротко, для нас, для чеченского сопротивления, ну,
нашего руководства, Асланом Асаду, других, не была целью убивать. Цель этой операции была войти в город маленькой группой, войти в город, заблокировать все, что можно заблокировать, и вынудить российские оккупационные войска сесть за стол переговоров. Вот. Вот была цель. То есть не то, чтобы там уничтожить роту, дивизию, батальоны. Нет. Целую армию. Вот такая гуманная операция была на самом деле. Мы заблокировали город, их позиции, их базы, блокпосты, вынудили противника пойти на переговоры, сесть за стол переговоров, подписать соглашения хасавюртовские. То есть, как я сказал, мы сохранили оккупантов, жизнь этим оккупантам, те, которые пришли убивать нас, и отправили домой с вениками. Они так подвязывали к бронетехнике. И сопровождали эту бронетехнику, эту колонну. И никто, ни один даже выстрела не сделал в сторону этой российских колонн, которые покидали Чеченскую республику Ичкерия. Мы не делали выстрела в эти колонны. То есть это подчеркивает, что наша цель была мир, достижение мира. Вот. Кого-то на хутор отправили, Ваня. А ну да, ты заслужил. Ичкерия, сила. Я ваш бывший сосед, я жил по вашей улице. Ну, я прочел это, да. Я за деоккупацию Чечении, я против Путина и так далее. Кояне с Каци также пытались рассорить с Грузией, провести зачистку в Панкисе, где женщины и дети, представьте, после зачистки, как еще можно было говорить о дружбе с Нохчу. Ну да, нас пытались рассорить со всеми. И с грузинами, и с азербайджанцами, с дагестанцами, ингушами и другими народами. То есть все народы, которые находятся по соседству, живем рядом друг с другом. Вот это делалось специально и делается специально сегодня. И поэтому все эти обсуждения провокационные, нам лучше все это остановить, как бы все эти дележки и вместе как бы иметь такой интерес, останавливать этих провокаторов, которые шатают эти темы. Каяни Скация. Спасибо, брат, Баракалла. Чечен, Анзор, можешь сказать что-нибудь о мире Валиде, командир группы Мансур? Лайнс Сун
В основном больше беша лакар составят командный состав. Үш боузерсон, бам амил штукман бари, кысымдайра сунша беш сабоузер. Валид, дакса вом масик валид боузерсон, а вицик лакирамастиш, Кульчелуйский районер. Чечен Таймс, вот интересный вопрос. Как я мог пропустить это? Анзор операция 6 августа до начала самой операции называлась «Джихад». Ну да, я вот отвечая Мусаеву Исе, так сказал. Да, действительно, операция по освобождению города Грозного 6 августа уже планировалась под таким названием «Джихад». Вот. То есть эта операция и называлась «Джихад» изначально. Это не сейчас ее так называют, или не после проведения операции ее так назвали. «Джихад». Так, Беслан, гуманная операция? Нет, Беслан это трагедия. Трагедия. И мы действительно переживали за это, и мы много раз об этом говорили, но я сейчас не буду вот принципиально занимать вот такую позицию, я займу другую позицию и скажу, сколько Бесланов было на территории Чеченской Республики Ичкерия. Когда один паразит, когда один летчик, мерзавец, летел на самолете, скидывал, сбрасывал шариковую бомбу РБК-500 на базары, на родильные дома, на больницы. Почему об этом не говорят? Почему нигде об этом не говорят? Почему об этом не вспоминают? Вот. К примеру, когда обстреляли массовые скопления людей в октябре 1999 года, обстреляли ракетами «Земля-Земля». Вот. Мужественные такие ваши герои российские, в кавычках, паразиты вот эти, издалека стреляли людей, целый базар, уложили там 300 человек. Об этом мы будем сейчас говорить. А про Беслан много сказано официально, есть документы, есть подтверждения, есть видео, есть аудио, есть все. Винить надо Путина. Да надо винить еще и Ельцина, хоть он не жив, но он тоже виновен в первую очередь. Потому что если бы они не начинали бы войн, первый и второй, то никогда мы не услышали бы про Беслан, про Нордост, про убийство мирных жителей, чеченцев и других акций. Мы об этом не знали бы, не услышали. Вот эти два, я даже не хочу называть их людьми, человека, виновны в том, что они допустили это. Все можно было бы избежать без войны. Наши лидеры, начиная от Джохара и до последнего нашего лидера, убитого тоже Российской Федерации, все призывали к миру. И погибали, отдавали свои жизни до конца, призывая к миру. Вот. Такой вот ответ.
несущий мир, вот именно. Вот ты пишешь, матери Беслана вышли на улицы Беслана с надетыми футболками. Путин убийца детей Беслана. Я встречался с этими женщинами, я разговаривал с ними. И то, что я услышал, да, они обвиняли тех людей, которые захватили эту школу, но в первую очередь они обвиняли Путина, который убил детей, этих детей. И там даже много фактов в том, что как привезли оружие, и это оружие находилось в школе еще до захвата этой школы. Как все это произошло, почему люди, которые должны были сидеть в то время в тюрьмах, оказались в этой школе. То есть вопросов очень много. Почему там про вертолет тоже своя история. Приземлился вертолет, там их высадили и так далее. И шварт. Абу Билал, Анзор, так, валикум салам. Как думаешь, оглядываясь назад в историю, была ли возможность у нашего руководства не допустить Вторую войну, переиграв их, как, например, в операции «Джихад»? Абу Билал, то, что произошло в 1999 году, произошло бы. Нам по-любому навязали бы эту войну. Если бы не произошли, да, если бы даже не произошли бы те события в Дагестане, если бы даже не взорвали там жилые дома в России, в любом случае российские войска пришли бы на территорию Чеченской Республики Ичкерия с войной. Но до этого, до этих событий, то есть взрывы домов в России, вот эти события в Дагестане, в чем нас обвиняли и обвиняют сегодня, хотя это сами русские сделали. До этого они использовали Кадырова, чтобы разделить наше общество, вчерашних командиров, скажем так, чтобы эти командиры пошли друг против друга. То есть делили там на суфистов, на ваххабистов, ичкерийцев, то же самое и тогда происходило. Нас разделили, и им удалось вот так разделить тогда. Но мы не начали стрелять. Мы избежали этого. Я помню, наше руководство, и там большая заслуга Вахи Арсанова покойного, Аллах Азут Поболдольцем, когда Ваха Арсанов встречался с разными сторонами, договаривался, успокоил одну сторону, другую сторону. Это я про события в Гудермесе. Вот, то есть мы избежали провокации России, провокации этого Кадырова. Мы не начали стрелять. Ну, по-любому война началась. А почему так уверенно говорю? Потому что вижу вот эти события, анализирую это все, и мы все это прекрасно знаем. И более того, когда российские генералы и российские военные открыто говорили, мы зайдем, мы вернемся в Чечню через 5 лет и покажем вам, чеченцам. Мы подготовим 50 тысяч волкодавов и так далее, и так далее. То есть все это заранее было запланировано. Войну, вторую войну в 1999 году они запланировали еще с 96-го,
99-го года. 96-97 года. И вошли в 99 году. То есть мы не избежали бы этого. Не избежали бы, к сожалению. И да, наша сторона сделала все, пыталась сделать все, призывать, избегать вот этих конфликтов. Мы знали, мы видели, что за этим всем, за кражей людьми стоит Россия, потому что когда мы проводили операции, например, раз там в Старопромысловском районе, в Катаяме, вот такой район есть в Грозном, там наши спецслужбы проводят операцию и захватывают целую группу людей, которая держала заложников, действительно держала заложников, несколько заложников. И мы этих заложников освободили. Потом оказывается, что эти мерзавцы являются группировкой Адама Дениева, полковника ФСБ, которого взорвали в прямом эфире в городе Шали во время Второй русско-чеченской войны. Вот такие были провокации. Ну, это огромная, да, большая тема. Мы еще поговорим об этом. Так, сколько мы сейчас? Ичкерия, сила третья война или есть какой-то другой путь? Мы найдем путь, иншаллах, найдем. Во-первых, нужно делать то, что к чему призывает нас Аллах. Это быть на истине, стремиться к единству, вот. Не вестись на всякие там провокации России. Нохчи топ. И остановите войну, убив всех в Москве. И тогда про Шамиля. Шамиль был воином и ушел как воин. Депал воили из-за Масу Расшандвал. Томбеша. Швейсино штадила. Абон был выжри. Так, где тут время? Тайбекс, так. Ага. Так, еще время есть у нас. Ну вот, к основной теме. Сегодня говорил про вакцины, про разные, это то так для вступления, пока мы соберемся. Во-вторых, мне очень важна ваша помощь, люди, Нохчи. Сейчас я работаю над этими убийцами, которые убивали нас, чеченцев.
вежри ижри, и поэтому мне будет нужна ваша помощь именно по таким событиям, когда они обстреливали жилые массивы там населенных пунктов, городов и убивали мирных жителей. Вот. И сегодня я работаю над авиацией, то есть пытаясь определить имена, номера самолетов, вот, кто они, где они, как они, эти убийцы. Ist sugar now вышедусон от суманты. Анзорino, лучше закрывай эфир, тут грязня пошла, да? Да, мы тут успокоим, кого надо. Кто виновен. Ингуш, Инг, Валаем Вацерпа, 100% вас. Ты пишешь, ты пишешь, кому мы предоставим эти данные самолетов, судьи, кто, Запад и так далее. Разберемся. Разберемся. Hoyt human du halvue. Ja цале хониш хум хулил, цан хулил. Исам Мусаев, Анзор, сбылись ли слова наших лидеров, что Европа станет внутренним делом России? Что скажешь по этому поводу? Да, наши лидеры, мы, чеченцы, всегда говорили, что если они промолчат по событиям, которые происходили на нашей родной земле, когда убивали наш народ, если Европа и другие страны промолчат, то эти страны станут, вот как ты сказал, внутренним делом России. Сегодня Путин заигрывает там с Австрией, с французами, с Германией, там хорошие вот эти отношения такие, они могут забыть любую обиду, любое преступление. Вот, ну, к примеру, президента Польши убили, сбили на самолете, взорвали его, но промолчали. Промолчали. Ради своих интересов. Ради своих интересов. И здесь вот подтверждаются слова наших лидеров. Сегодня часть Европы, скажем так, становится внутренним делом России. Вот что я скажу. Алейкум ассалам. Аллах резку. Юсуп Кукуев. Мы видели твоего отца Аслана Илаху, Арсана Аллаху, да? Последний раз в Зумсах Аллаху твой был дротин, аминь Аллах. Ризван. Мирух Ризван Вистиша. Ну, кахтан. Иншаллах. Аллах газу твой был дротин, масиру. Насчет Боинга, по сбитому Боингу, Ингуш, ты пишешь, даже аудиозаписи есть, никто, ничего, да, ну, это они.
Валейкум ассалам, Ахмед Ибрагимов. Курбан Байрам. Тоже спасибо, брат. Брюс Ли. Абагардахаба. Так. Ойла Танауэр. Я чухтерду койжима. Иншаллах. Так, сколько мы здесь? 1:32, да? Ну, минут 15 еще побудем, поговорим и пойдем. Масса Бусалтагор, Аллах Аваш, Брюс Ли. Валейкум салам, Бог Ваты, Казахстан, с праздником. Чечен Таймс, вот интересное пошло. Анзор про выборы, что скажешь? Ну, вот эти, в кавычках, да, как всегда пройдут, они там уже решили все вопросы, но я предложил им, ну, что-то они молчат, я говорю, ну, давайте проведем, у нас есть там кандидатуры, можем провести выборы как следует. Зебр Яша Бари, Лилуч Хумнах Савич, цель выбор, цель референдум, никаких выборов у них не было. И не было никаких референдумов. Ни на эти выборы, ни на референдумы люди не ходили, как они сейчас преподносят. Не было их, просто не было. Людей всегда заставляли, и сегодня люди не хотя даже, вот им приходится ставить эти галочки, например, да? То есть это не выбор. Это ну, они здесь стараются быть похожими на диктаторов, да, на таких мощных таких. Вот. Хотя обычные чудики. Вот. Выйдешь. Бог Ваты, Анзор, как вы общаетесь? Я не успеваю даже общаться. Не успеваю. Вот, веришь, не веришь, но все почти буквально 24 часа у меня проходит связано с работой. Вот. Я сейчас не буду все это перечислять. Вот именно, да. Адамс, Мисбуха. Субханаллах, не пишите такие ники, Бог, вот, и так далее, Бог един, вот именно. Дейль Цау, Аллах Цау.
Ахмед Ибрагимов, Анзор, скажи, что ты считаешь самым плохим для Чечни, входящий в состав России? Я не хочу знать такого слова даже, название Чечни, потому что мы, Чеченская Республика Ичкерия, сегодня оккупированная российскими оккупантами. Там находится очень много российских военных баз. Они, да, могут говорить, что там нету российских войск. Да, есть присутствие России там. И наша земля оккупирована. Что самое плохое, это быть оккупированным. То есть, где у тебя нет мнения, нет у тебя и настроения, нет у тебя своего слова, ты буквально вообще не хозяин своих волос даже на голове. Ну, я реально говорю. Вот что самое плохое. Брюс Ли, Анзор, ты видел, как они на конгрессе с бумажки читали, особенно Агаев? Вот я угорал с них. Они что, читать умеют, да? Настолько грамотны, что они даже читать умеют. Ну, представляю. Василий Долгтрев. Ну, добро пожаловать, здравствуйте. Распал стрим, будет, что в записи посмотреть, как самочувствие. Ну, самочувствие хорошее, боевое такое. Ну, все хорошо, алхамдулилlah. Ну, ничего, мы тут уже скоро собираемся уходить. Анзор, многие думают, что после Путина Дыров может захватить власть в Москве. Это реально? Нет, нереально. Неправда. Неправда. Так, ну что, пойдем? Все, уходим. Кстати, кто-то у меня раньше спрашивал здесь, сейчас я имя не могу вспомнить. Что осталось у тебя как бы от отца, кажется, вот такой вопрос был. Кто-то спрашивал. Ну вот буквально недавно, вот я покажу, кажется, не показывал, не помню, термос такой. Мне подарили его наши братья. Из этого термоса наш президент во время Второй российско-чеченской войны вот пил чай, или, можно сказать, воду. Вот что мне подарили. İşte Hanşka ilgili yukarısı.
Василий Долгтрев. Ну да, давайте, давай еще с полчасика, и так редко стримишь. Ну вот именно. Вот был бы кто сейчас, кто бы чай налил бы, да, то можно было бы постримить. Я вторые сутки уже не сплю. Это одно, но так-то остаться не проблема. Просто людям тоже уже время разное, поэтому тоже. Ну, я скоро вернусь. Скоро вернусь. Я просто сегодня обещал, что появлюсь в эфире, если самочувствие будет хорошее. Ну, самочувствие, алхамдулилlah, нормально. Исам Мусаев. Да, вот ты так пишешь, Анзор, ты хоть бы раз сказал бы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прочее. В этом нет ничего постыдного. Ну, я не знаю. Захочет человек подпишется, захочет он поставить лайк и так далее, и так далее. Я не люблю призывы. Не люблю. Кто может, это сделает. Для меня самое важное сам процесс, сама работа, чтобы я мог вот сесть и работать, что-то, ну, такое сделать. Ну, я имею в виду ту деятельность, которая ведется на канале. Это я могу делать. Ну, я еще раз хотел бы сказать, я раньше целое видео сделал. Не надо на этом канале оскорблять друг друга. Не надо. Неприятно читать оскорбления. Ну, вообще эти слова. Сам противник этого. Без разницы, в чей адрес, без разницы. Не надо переходить вот эти рамки, вот эти границы. Хаздаться. Василий Долгтрев. Анзор, твой канал. Так. Анзор, твой канал явно YouTube не любит. Уведомления не приходят, комментарии исчезают. Ну, у меня с Ютубом очень хорошие отношения. Уже налажено, все нормально. Ну вот, где меня не любят, это уже Роскомнадзор, которые отправляли мне кучу жалоб. И все жалобы просто выиграны нашей стороной. Вот. Нет, там все нормально. Вот кто нас не любит. Те, которые не хотят, чтобы правда распространялась. А у Ютуба свои правила, и мы придерживаемся этих правил. Делаем все. Учитываем все пункты. Да. Times. Мы за тебя скажем, Анзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пусть больше людей узнает правду. Ну да, те материалы, которые я выставляю, ну, особенно в последнее время, именно для распространения, чтобы они приносили вот эту пользу, чтобы люди смотрели, чтобы люди видели. Вот. Никакой пропаганды тут нету. Мы говорим то, что было. Нам незачем даже что-то придумывать, искажать какие-то факты.
у нас много чего есть, что вот возьмешь, покажешь, это уже сам факт есть. Скала. Анзор, твой номер искал Ермек Нарамбаев. Хочет узнать и понять, почему чеченцы сражались за родину и причина войны с Россией для казахского контента Ютуба. Но номеров нету, телефонов, контактов вообще с телефоном нету. То, что я могу посоветовать, это, скажем, Facebook. Пусть найдет меня в Фейсбуке. Или, кажется, я с ним даже разговаривал однажды. Если это он, я обращаюсь к тебе, Скала. Так, ну что, сейчас можно уже пойти. 1:50. По просьбе нашего брата, который сегодня опоздал на наш эфир. И сам да, читай еще раз твое сообщение, тогда я скажу, братья и сестры, подписывайтесь на канал. Да, ты вправе сказать. Муслим, ты пишешь, Ачхой Мартан с тобой. Иншаллах, мы тоже с Ачхой Мартаном и с другими районами нашей республики. Василий Докторов. Да не за что. В следующий раз я скоро вернусь и продолжим все наше общение. Ну, как я всегда говорю, было бы хорошо, если мы друг друга видели бы или хотя бы слышали бы. И сам Усай Ванзор, что там с авторскими правами? Работа идет? Да, идет. Идет. Но сегодня была бы группа людей, вот, юристов и так далее, то мы бы с этими правами бы быстрее разобрались бы, а то все приходится самому. И приходится работать в этих разных направлениях. То есть все это занимает время. Иншаллах, все будет хорошо. Ассаламу алейкум раматуллах. Валикум салам раматуллах. Анзор Чайбарбай с тобой и с народом. Иншаллах. Ваяду вдалу. Амзат Гелевда и Мухта Элэ. Салам Сайючи Масагер Самуюци Масагер Саяцави Мумат Сумирмда и Майшту Шашмусу. Валикум ассалам. Мажуэл. Овода и Мухчуа Масан Везуиш. Салам Сацевици. Ай сообщение удаляет.
Так, Дыгду, я благодарю вас всех. Мне было приятно посидеть с вами и ответить на ваши вопросы. Вот. Ну, ждите новые материалы, распространяйте. Как мне уже говорят, вот, давай говори, подписывайтесь, ставьте лайки, как еще там говорится. Распространяйте, да, ссылки. Не читали вы? Так, Анзор, скинь копию операции. Скала. Анзор, скинь копию операции Джихад. В интернет, может, кто-то повторит. Кто повторит? Кстати, эту операцию изучали и сегодня учитывают в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, где еще, в Европе, в НАТО. То есть, как блестяще она была проведена, и что мы смогли провести эту операцию против такой огромной армии, такого огромного количества российских оккупантов. А мы столько, несколько сот воинов смогли вот это сделать. Еще раз с праздником Курбан, Аллах рейсвел, дыгду так. Хорошо, еще раз благодарю всех, ждите, смотрите, распространяйте, ставьте лайки, подписывайтесь, как меня тут сейчас учили. Вот. Аллах рейсвел, адикель, насира, до свидания, до новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.